Здесь у нас на совещании присутствуют представители «Единой России», общественных организаций инвалидов, некоторых других структур. Партия обращалась ко мне с просьбой предусмотреть для нуждающихся частичную компенсацию на оплату взносов на капитальный ремонт. Мы эту тему подробно обсуждали на встрече с участием «Единой России» и соответствующих руководителей правительства. Представители общественных организаций также были. Я принял решение. Инвалиды первой и второй группы, а также семьи с детьми-инвалидами будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в том же объеме, в котором они освобождаются от соответствующих платежей за коммунальную сферу, то есть на 50%. Кроме того, правительство намерено рекомендовать регионам установить льготы для одиноко проживающих людей старше 70 лет, а именно компенсировать им расходы на оплату взносов на капитальный ремонт в размере 50%. Для тех же, кому исполнится 80 и более лет, должна быть предусмотрена 100% компенсация. Разумеется, наши рекомендации будут подкреплены соответствующей финансовой поддержкой региональным бюджетом. Обращаюсь к Министерству труда и социальной защиты, Министерству финансов, Министерству строительства в ближайшее время представить согласованные предложения по изменению законодательства в этом ключе, а также определить источники финансирования с учетом тех проработок, которые мы с вами вели последние 2 недели.